Видео, да? Привет, Егор! Привет, Вик. И Кристина. Привет, Кристина. И те садомаза парни сзади. Есть телефон. И вот таким образом мы попадаем сюда. Здесь все прекрасно видно и свежо. А там просто душегубка. А еще у меня случилась такая история, я уронила свое пальто. Хорошо, сама не упала. Хорошо, Да. сама не упала. Я прям тайтл видел, как якутянка упала на Fashion Week с трибун. Мне кажется, это было классно. Да? Классно. Да. Я Прославилась. Вика Ньюсмейкер. Да. Ну, в общем, такие дела. Я пообщалась со всей охраной, со всеми секьюритями. Нашла самого главного. И, в общем, он мне все достанет. Ну и вроде бы там никто не ходит. Такое вот пустое пространство под трибунами. А я боялась, что там уборщицы хоп-хоп, и мое кашемировое прекрасное пальто уведут. Я там, ну, в общем, всех достала, всем в мозг залезла, короче. Слава богу, Саша меня поддержал. Вот. But not in that suit, you know? It's not like Я скажу свое субъективное мнение. Ну что, мне кажется, что показ был интересный. Была очень интересная коллекция Марии Савиной. Вот, но в основном вещи достаточно коммерческие. Мне кажется, ребята недостаточно креативно подошли к показу, потому что это их возможность реализовать себя, самые свои безумные фантазии в плане дизайна. Возможно, у кого-то будет золотой билет в индустрию, но в основном в дальнейшем им придется продавать вещи, а это коммерческая история. Мы после показа поехали в кафе «Дети Райкам». Вот, и здесь мы сейчас поговорим с Машей Савиной, узнаем, каково это создать коллекцию, сколько она стоит, и оставайтесь со мной.
Это просто там типа такие чернокожие чуваки, в таких просто бритальных костюмах, без... Конечно, Apple. Да-да-да. Просто белая рубашка, бритальный костюм. Сейчас просто вот, так вот какой-то марафон бежала, просто вот это сделать, то сделать, хотя вроде бы все готово, но все равно надо столько всего сделать. И я, как бы даже не представляла, что вот столько труда надо, просто чтобы все это скоординировать. Проснулась в 6 утра, а показ у нас 3 дня. Как бы за 9 часов мы уже начали готовиться к нему. В 8 утра мы уже были там, на манеже, и уже собирали модели, репетировали, делали примерку, утверждали, там, делали макияж, делали прически. То есть нужно было следить за каждым человеком, чтобы вот он попал четко к человеку в руки, следить за тем, чтобы все делали это правильно. Очень много работы, чтобы сделать 15 минут или там, в моем случае вообще это там 3 минуты, да. Это столько труда вообще. Что дальше? Дальше свободное плавание, депрессия. У нас изначально цель курса сделать свою марку и ее продвигать, работать с ней. То есть смысл там идти куда-то дальше, кому-то работать, когда у тебя есть свое. И вообще я честно не знаю, что будет. Надеюсь на все хорошее. Твои близкие тебя поддерживают? Конечно, без них бы вообще ничего не получилось. Вообще. Просто одному человеку с этим никогда в жизни не справиться. Это столько людей было замешано в этом. Просто я недавно делала пост в Инстаграме, хотела всех отблагодарить, там мне места не хватило на экране. Я еще не все находятся в Инстаграме, еще не всех вспомнила. Просто каждый внес свою лепту, просто без них ничего бы не было. Вот. Но в то же время меня радует то, что мои идеи, мое творчество так вдохновило людей, что они готовы со мной вместе сотрудничать, коллаборировать, и они радуются моему успеху. Слушай, сделать такую коллекцию – это большие деньги. Откуда у тебя деньги? Не всегда это большие деньги, больше большие усилия. Потому что в любом случае, чтобы сделать коллекцию, нужна ткань. Больше тебе ничего не надо, грубо говоря, да. То есть сделать конструкцию, все это сшить. Я практически все делала сама. Вот. Так как мне это нравится делать, в первую очередь, и во вторую очередь я никому это не могу доверить. Потому что у меня такие вещи, что легче все самой сделать, чтобы это было хорошо. И экономнее, да. Многие мои однокурсники, они просто отдавали в производство, да, чтобы все это было качественно, красиво и так далее. Но у меня очень много ручной работы, которая производство, грубо говоря, не будет делать, либо это будет стоить очень дорого, из-за этого вещи мои будут стоить очень-очень дорого. С другой стороны, очень много затрат в плане дизайна, да, то есть ты должен делать логотип, не знаю, визитки, все эти детали надо учитывать, да. Тот же показ, надо нанимать модели, надо фотографа, снимать лукбук, имиджевую съемку, грубо говоря, делать обувь где-то найти, это макияж. То есть вопрос в том, чтобы найти единомышленников, которым было бы интересно с тобой работать, сотрудничать, да, на взаимовыгодных условиях, может быть, на бартере, не знаю, это всегда можно найти выход, главное уметь крутиться и общаться больше с людьми. То есть тебя никто не спонсирует? Конечно же, мне помогают родители, да, потому что я учусь, как студент. Но чтобы сделать коллекцию, это вообще недостаточно. Мне кажется, если бы ты вышла, никто бы не заметил этого. Да, я, кстати, так и хотела, что это же тоже из коллекции. Можно я Чтобы 7-й лук сделать. А 3-й ровный. А можно я тоже одну посмотрю, потом как Дима с Машей?